О важности конституционных реформ говорится не один год. Многие эксперты связывают их с необходимостью серьезных структурных изменений госуправления, перераспределения полномочий между президентом и парламентом, что в какой-то степени стабилизирует общественно-политический фон. Какие изменения уже предлагались и какие аргументы у противников изменения основного закона страны, давайте обсудим. На днях директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеслав Чирикба предложил свой вариант изменений в основной закон страны. Так обновлена преамбула Конституции, усилен статус абхазского языка, а также изменено название государства. Вместо Республика Абхазия – Республика Абхазия-Псны. С 1994 года, когда была принята Конституция, конечно, очень много изменилось. Абхазия тогда была де-факто государством, она не была еще признана, к сожалению. И, если вы помните, Абхазия вела даже переговоры о реинтеграции с Грузией в рамках общего государства. То есть, в принципе, еще ничего не было известно, какая будет судьба Абхазии в окончательном виде. И поэтому в текст не было внесено положение, что Абхазия является независимым государством. Вот я это вношу. Теперь уже можем сказать, что Абхазия независимое государство. Это, я думаю, важно подчеркнуть. Кроме того, я считаю, что нужно было добавить, хотя текст Конституции великолепный, я вот считаю, что он отвечает самым высоким требованиям. Очень хорошо над ним поработали абхазские юристы, российские юристы и даже западные юристы. Было несколько версий, которые были потом был сделан. Значит, очень так умело сделал хороший такой компромиссный вариант. И я считаю, что это прекрасная Конституция. Конечно, можно ее не менять, как многие говорят, можно оставить как есть. Но поскольку все равно комиссия создана при президенте, и изменения будут внесены, поэтому я решил проявить инициативу и предложить свое видение тех поправок или тех новых статей, которые там должны быть, учитывая исторический опыт, и учитывая то, что Абхазия должна проецировать вовне свое будущее, как она видит свое будущее как государство. Поэтому я значительно расширил преамбулу, где изложил более подробно ценностные установки и цели абхазского государства. Я могу даже какие-то вещи зачитать. Что здесь есть ссылка на многовековую историю государственности Абхазии, это новое. О том, что мы провозглашаем верховенство права, социальную справедливость, что Абхазия – это социальное государство. Я думаю, это очень важно подчеркнуть. А также о необходимости развивать и оберегать абхазский язык и культуру, а также языки культуры всех проживающих в Абхазии национальных общин. Уточнены названия исторических провинций Абхазии. Да, это уже, как я лингвист, хочу сказать о том, что, во-первых, у нас те формы, которые были даны в Конституции, они, конечно, не очень точные. Я их уточнил. Не Садзен, да, Республика Абхазия, статья 4. Республика Абхазия состоит из исторических земель. Садзен. Это неправильно. Это искаженная форма в русскоязычной передаче. Садзны. По-абхазски Садзны. Как Апсны, Садзны, то есть земля садзов. Бзыпын. Не Бзып, а Бзыпын. Это земля бзыпцев. Я добавил сюда Псху. Это тоже регион Абхазии, который мы забыли уже, но он существовал, реально существовал. Псковские абхазцы жили. Это был отдельный регион, горный регион Абхазии, Верховье Бзыбе. Я добавил сюда. Там находится очень известная Аныха, Иналкуба. Я думаю, что это очень важный регион, и нужно его добавить в список исторических земель Абхазии. Гума, Дал, Цавал, Абжио. А также сам Мырзакан, все-таки это грузинская форма. Правильный Мырзакан, мне кажется, по имени Мырзакана Чачба, который дал название этой провинции. Такие предложения я принес уже как филолог-лингвист. Вячеслав Чирикба предлагает убрать пост вице-президента, ограничить срок службы президента 4 годами, повысить нижний возрастной срок кандидатов в президенты с 35 до 40 лет, а верхний возрастной срок в 65 лет убрать. У нас очень динамично развивающееся государство. И, допустим, если президент не отвечает интересам развивающейся ситуации, да, в общем-то, 5 лет, я считаю, большой срок. Если он прекрасно себя показал в своей работе 4 года, он может быть избран
на второй срок. 8 лет вполне хватает для того, чтобы сделать необходимые преобразования. 5 лет, мне кажется, многовато для Абхазии, учитывая наш еще недавний опыт исторический, что, в общем-то, очень быстро все происходит. Кроме того, я предлагаю повысить нижний возрастной срок для кандидатов в президенты с 35 лет до 40 лет. Потому что это очень важно иметь на посту президента опытного человека. 35 лет все еще очень молодой человек. И все уважение к молодежи, конечно. Вот. С другой стороны, я предлагаю удалить вообще верхний возрастной ценз. 65 лет. Это очень странное положение. Его нет ни в одной конституции мира. Вообще уникальное явление мировой практики, поскольку политик становится зрелым политиком к 60 годам. И тут его отправляют на пенсию по абхазской конституции. Это, мне кажется, очень нерационально. Другое дело, могут его избрать и не избрать. Это другое дело уже. Если он отвечает интересам общества, его могут избрать. Поэтому здесь возраст не имеет очень большого значения. Кроме того, я добавил срок 10 лет для беспрерывного проживания кандидата в президенты в Абхазии до своего избрания. Потому что это все-таки у нас маленькое общество, все-таки очень своеобразное. И нужно очень хорошо понять его, и менталитет общества. И все очень быстро меняется к тому же. Поэтому, мне кажется, 10 лет, кстати, эта практика в других конституциях присутствует, в других странах мира. Поэтому, мне кажется, это очень важно, чтобы президент жил своим народом, и знал его нужды не менее 10 лет перед выборами. Специальная комиссия по конституционной реформе, сформированная при нынешнем президенте, завершила свою работу. Одно из ключевых изменений в предлагаемой ею модели госуправления – ликвидация должности премьер-министра. Согласно выводам комиссии, центр принятия решений исполнительной власти должен быть у главы государства. У директора Центра стратегических исследований на этот счет другое мнение. Хотя Абхазия небольшое государство, но очень много проблем, ежедневных проблем. И когда наш президент шел к власти, я был в его штабе, как раз наоборот была идея о том, чтобы разгрузить функции президента. У нас слишком суперпрезидентская республика, нужно дать больше полномочий в парламент, в кабинету министров, и дать президенту заниматься политическими вопросами, вопросами безопасности, обороны, международных отношений и так далее. А на хозяйстве должен быть премьер-министр, потому что не справится один человек со всеми этими обязанностями, даже в нашей маленькой республике. А как вы относитесь к дублированию функций аппарата администрации президента? Отрицательно, отрицательно. И все, хочу сказать, что все кандидаты в президенты, которые шли в власть последние 10 лет, они все говорят, что уже необходимо сократить аппарат, но пока этого не получается, к сожалению. Я пишу все официально. Там трудоустроено большое количество людей. В этом, видимо, вся проблема. Всех нужно трудоустроить, родственников, все такое, поэтому это большая проблема для Абхазии, конечно. Но она решаема, конечно, при наличии политической воли. В предлагаемом проекте изменений определены функции премьер-министра и вице-премьеров, повышен возраст кандидатов в депутаты парламента с 25 до 30 лет, добавлены новые статьи об абхазской диаспоре и репатриации абхазов, расписаны цели и задачи внешней политики Абхазии. Важное изменение касалось референдума и вопросов, которые не могут быть на него вынесены. Высшим выражением власти народа является свободный выбор и референдум. Референдум, предусматривающий ограничение прав и свобод человека, ликвидацию независимости, нарушение суверенитета или территориальной целостности Республики Абхазия, запрещен. Я такую норму предложил. Более того, другую норму добавил сюда. Пропаганда ликвидации независимости Абхазии также является запрещена. И кроме того, те ситуации, которые сотрясают Абхазию, досрочные отставки президентов, тоже, мне кажется, это нездоровая черта, которая имеет такую уже традицию. И я поэтому добавил такую норму в статье 1, в главе 1. Никто не может присваивать власть Республики Абхазия. Захват власти или незаконное присвоение властных полномочий расценивается как преступление и преследуется по закону.
В программных заявлениях ключевых кандидатов в президенты конституционные преобразования указывались как приоритетные. Но проходит время и ничего не меняется, говорят эксперты. Между тем, реформа Конституции – реальный шанс уйти от политических кризисов, убежден известный абхазский общественный деятель Алхас Тхагушев, принимавший участие в комиссии по реформированию основного закона страны. Урезание части полномочий президента в пользу парламента даст последнему реальные инструменты воздействия на политические процессы, считает он. Любые предложения, которые некоторым образом урезают, как бы не радикально, но все же какие-то разумные издержки вносят в линию вот парламент-президент, да, ну, это основные. Ну, плюс к этому у нас еще есть как бы судебная ветвь власти, которую никто не отменял и которая обязана становиться все более самостоятельной. Да. А сегодня я не вижу таких тенденций. Я вижу, что судебная власть тоже при нынешней исполнительной власти, я не скажу, что она стала более независимой. То есть, когда кто-то, один человек в нашей стране, и, как правило, ну, здесь не нужно гадать, этот человек попадает в кресло президентское у нас, да, наделен неограниченными, по сути, абсолютными полномочиями, но у него всегда, у этого человека, люди разные, но соблазны одни и те же. Да, возникает ощущение, что я один, все понимающий, могу все разрулить. Но нет. Почему-то жизнь подсказывает, что люди, которые вот по такому тонкому льду ходят, они часто у нас проваливаются под этот лед. Вот. И вообще говоря, мне кажется, вот эта ситуация, когда само общество, да, улица, которую мы не хотим видеть в политике, но многих раздражает, типа улица, так и меняйте систему. Если вы не хотите улицу видеть в наших политических процессах, то не доводите до того, чтобы улица поднималась. Да, Абхазия вполне себе вольнодумная страна, вольнодумное у нас общество, люди мыслят по-разному. Можно соглашаться, можно нет, но это никуда не уйдет. Мы же не изменимся через 5-10 лет. Нужно понимать, что кого здесь можно действительно, вот кому здесь можно как бы отказать в том, чтобы он имел свое мнение. Да каждый имеет свое мнение. Понимаете, это наша объективная реальность, и слава богу, я лично не считаю, что это плохо. Другой вопрос, что нам нужно, если мы понимаем, что люди у нас 100 лет не будут ждать, пока там политики что-то там родят, да, и так и надо, честно говоря. Я считаю, что политики очень сильно нас подводят. Наш политический класс вообще весь вместе, я сейчас не делю, там власть, оппозиция, он очень сильно отстает от тех ожиданий, от того, какой заказ формирует общество. Мне кажется, наши ребята, политики, они очень сильно нас подводят. То есть в этом смысле уже много раз мы как бы видим, что что-то нужно менять. Не хотим менять, значит, у нас будет ускоряться этот процесс вот этих обвалов власти. А кому это нужно? Я работал и в исполнительной власти, и в законодательной. Серьезные депутаты, которые проходили этот путь, знают о том, что у парламента огромные полномочия. Огромные полномочия. Полномочия парламента самим парламентом не исполняется как минимум 50%. Если бы парламент строго исполнял бы свои контрольные функции, у исполнительной власти для ошибок было бы мало маневра. Мало маневра. Это любой депутат, который прошел этот путь, согласится со мной. Серьезные депутаты, которые серьезно работали в органах законодательной власти. Так что, если бы наш парламент, понимаете, вот просто из кожи лез бы, все свои полномочия использовал бы, не хватало бы ей полномочий, вот, тогда можно было бы еще сказать, да, давайте, ребята, откроем этот ящик, отрежем там все лишнее и пойдем в светлое будущее.
Аслан Кубахия, депутат 5-го созыва парламента, против внесения изменений в основной закон страны. Точнее, он считает, что сейчас не время этим заниматься. Его опасения связаны с позицией некоторых российских политиков о предполагаемой возможности покупки россиянами земли в Абхазии в случае вхождения республики в состав союзного государства с Белоруссией. Я был тоже один из тех политиков, который считал, что надо реформировать более сбалансированную исполнительную и законодательную власть. Сейчас в связи с последними событиями, заявлениями ответственных российских чиновников, конкретно заместителя председателя Комитета Госдумы Константина Затулина и посла Российской Федерации в Абхазии, они заявили о том, что если Абхазия вступит в союзное государство, то надо будет земли покупать и тому подобное. А у нас это в Конституции очень четко, жестко прописано. И даже в заявленной форме президент вынужден был сделать заявление о том, что строго Конституция защищается ими, что никакая земля в Абхазии не будет продаваться. Он просто открыто не стал отвечать этим двум политикам. Меня больше всего, конечно, насторожило заявление посла Российской Федерации в Абхазии. Посол, который никогда не имеет собственного мнения, это позиция Российской Федерации. Но если Российская Федерация, которая признала нашу независимость, и ее представитель делает такие заявления, это нас уже начинает напрягать. И, соответственно, почему я выступил в социальных сетях категорически против, потому что это очень большие риски для нас. Давайте лучше мы не будем трогать свою Конституцию, давайте мы будем идти вперед. И уверяю вас, что изменение Конституции это какая-то не манна небесная, что сразу мы заживем лучше и тому подобное. В Конституции предусмотрены все основные направления демократического государства. Никто ничего не надо от того, что, допустим, у законодательной власти больше полномочий будет, чем у исполнительной и тому подобное. От этого жизнь в Абхазии моментально не улучшится. Но эта Конституция зато защищает, очень жестко защищает независимость абхазского государства. Это главное. Статья 4 главы 1 основного конституционного строя, глава 4. Вот я значительно добавил в существующий текст какие-то вещи, которые, мне кажется, очень важны. Пункт 2. Территория Республики Абхазия является священным достоянием народа Республики Абхазия. Она целостна, неделима, неприкосновенна и неотчуждаема. Территория, это новый текст, территориальные воды и воздушное пространство страны находятся под защитой государства. Этого не было нормы, сейчас я предлагаю эту норму. Хотя я понимаю тех, которые считают, что ничего нельзя трогать, однако повторяю о том, что Абхазия 1994 года, Абхазия 2022 года – это разные государства, это не разные государства, это разные этапы нашей государственности. И теперь Абхазия признанное государство, которое стремится достичь широкого международного признания. У нас другие, еще больше амбициозные цели, задачи. И я думаю, что они должны быть отражены как посыл будущим поколениям нашей Конституции. Текст моего проекта опубликован в Общественный пресс, его может любой прочитать. Если была бы дискуссия по этому поводу или обсуждение, было бы тоже замечательно. Так что, может, другие будут проекты какие-то. Мне кажется, было бы хорошо. Нужна не только современная система сдержек и противовесов, но и другой порядок выборов депутатов парламента, который устанавливается конституционным законом, считает Алхас Тхагушев. Нужно менять конструкцию Конституции. Мы уже миллион раз это все проговаривали. Нынешний президент создавал, и что-то целая группа людей что-то сделала. Но это в итоге ни к чему не приводит. Мы опять провели, например, парламентские выборы по старой избирательной системе. Что нам мешало внести изменения и перейти, наконец, к той формуле, с которой уже все согласны, что нам нужна смешанная система, переходная, когда мы должны что-то новое попробовать, потому что, все недовольны качеством парламента, причем разных созывов и так далее. То есть выстраивается какая-то тенденция. Мы этого не делаем. Мы не развиваем нашу политическую систему и хотим получить лучшее качество, лучший результат. Так не бывает.
То есть, если вы как бы тренируете команду на уровне вот дворовой команды, да, футбольной, например, ну, вы будете в дворовой футбол вечно играть. А мы грезим о, там, не знаю, о высшей лиге какой-то, о профессиональном футболе, но в профессиональный футбол так не играют. Значит, система тренировок должна быть другой, там, установки другие должны быть. И здесь то же самое. То есть, как можно получить более качественный политический процесс, когда мы ничего не хотим менять. Самое главное, что мы должны сделать, это чтобы в парламенте начали играть команды, чтобы политические платформы у нас развивались. Для этого нам нужно изменить избирательную систему. Избирательная система, которая предполагает, то есть мы можем сколько угодно плеваться и говорить, ой, посмотрите на эти нынешние партии, что они себя представляют и так далее. Ничего не представляют. Если вы все делаете для того, чтобы они не развивались, а они по факту от них сегодня ничего не зависит. То есть вот все эти кучи партий, объединений, которые приводят какого-то даже не то что депутата, да, или депутатов в парламент, а президента, потом все зависит только от воли президента. Понимаете? От воли одного человека. И мы должны поменять конструкцию. То есть та среда, которая тебя выносит наверх, ты должен быть от нее зависим. А у нас как бы все это перевернуто с ног на голову. Понимаете? То есть вдруг оказывается, что президент оказался наверху, и мы это видели постоянно, да? И вдруг ему плевать на то, что вчера там формулировала эта платформа. Ну, там, ФНЯ, грубо говоря, там, приводила к власти там, товарища Хаджиба и была категорически против, там, скажем, разработки нефти. А потом президент просто взял и тайно, например, тоже к вопросу о тайности, да, и там его Кабмин, они подписали продление. Хотя они были категорически против, понимаете? Вот, ну, как бы у нас много примеров из истории, да, поэтому нам нужно вот здесь поменять, и тогда этот орган станет политическим, понимаете? И тогда он становится политическим, да, когда вот общественная волна, вот эта так называемая улица, она поднимает парламент в кризисной ситуации до уровня там, нормального, который мы должны как раз... То есть люди нам в кризисной ситуации показывают, куда нужно идти. Вот их ноги, их умы и так далее, они прям четко показывают, что нужно делать, понимаете? Но почему-то у политиков у них вот амнезия случается. Вместе с тем Алхас Тхагушев убежден, что давно назрела реформа местного самоуправления. Во всем мире это один из самых приближенных к населению органов власти. Это самый недооцененный ресурс наш, который мы намеренно, ну, любая республиканская власть, там, ну, в смысле президентская, да, в принципе, и парламент особо в эту сторону не хочет смотреть. То есть все хотят чувствовать, что они такие важные, супер крутые ребята, но это высшие этажи власти. А в любой стране, которая считается там, ну, что там устоявшаяся демократическая система, корни этой демократии, да, ее фундамент – это как раз местное самоуправление, это местные сообщества, местные комьюнити, как принято называть. Если мы эту часть не развиваем, и, кстати говоря, в вопросе с той же Пицундой, ну, удивительным образом оказалось, что местное собрание, ну, имеет свое мнение. То есть, когда парламент и прошлый, там, и нынешние молчали в тряпочку и никак это не комментировали и делали вид, что проблемы нет, а кто, собственно, возник? Возникло местное собрание. Удивительно. Сейчас там какие-то процессы были в связи с незаконным строительством в парке в Агудзере, например. Вот вам в чистом виде местное самоуправление, каким оно должно быть. И оно уже само себе пробивает как бы дорогу. Вот. И я считаю, что в этом, вот на этом уровне у нас как раз непаханное поле. Это то, что, ну, лично меня как-то воодушевляет. Я считаю, что именно на этом уровне мы можем многие вещи поправлять. Люди, которые берут ответственность за свою улицу, за свой дом какой-нибудь многоэтажный, и за вот райончик, где они живут,
Ну, с этими людьми уже власть не может говорить таким образом, что типа вы сидите по домам, мы за вас все проблемы решим. А как они проблемы эти решают, все послевоенные годы мы знаем. И сколько чего у нас разворовывается, и как там какие-нибудь скромные чиновники там, со скромной зарплатой в 10 тысяч покупают домины, отстраивают эти домины, покупают роскошные автомобили. Это, ну, вот как бы в полный рост у нас. Вот. И люди это видят и знают. Поэтому нам нужно, конечно, менять систему. Как бы ни были убедительны сторонники реформирования Конституции, похоже, этот вопрос будет стоять в абхазской повестке еще не один год. Главное, чтобы страна из-за несовершенства отдельных положений основного закона всякий раз не попадала в зону политической турбулентности.